Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, тема сегодняшнего гадания звучит так. Вам письмо из будущего. Чем судьба порадует, куда повернет. Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь к моему гаданию. Посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни, мысленно либо вслух задайте такой вопрос. Какое сообщение мне нужно получить из будущего? Чем судьба меня порадует? Куда повернет? Надеюсь, вы настроились. Я начинаю гадание. Убираю Назар и прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте уже посмотрим, что вы передаете себе из будущего. Так, так скажу, новости очень хорошие идут. Очень хорошие новости. Так, смотрите. Во-первых, у вас здесь очень красивая птичка вышла. И такая, знаете, она, во-первых, посерединочке. И смотрите, она общается с другой. У вас по этим птичкам, во-первых, будет очень хороший круг общения. Кто мечтал о паре, о браке, прекрасные отношения, очень такие, знаете, они гармоничные, потому что вы себя в этих отношениях чувствуете, просто царь-птицей, что тут скажешь, да, человек, который доволен полностью тем, как все случилось, как все сложилось и то положение, в котором человек находится. Вы центр, видите, вот прям по центру эта птичка, да, не выше, не ниже, там, не сбоку, в центре. Это вы. И вы, эта птичка, которая гордо поднимает голову, чувствует себя прекрасно. Эта птичка поет. Поет о том, что ей хорошо, о том, что все прекрасно, о том, что ей сытно, спокойно. Любовь, счастье, все у этой птички есть. Так, смотрите, есть с ней рядом пара, да, но птичка вот поменьше выглядит. И это не значит, что ваш партнер будет каким-то мелким либо неполноценным. Наоборот, это говорит не о том, что вы в глазах этого партнера и в его отношении к вам будете главным, доминантом. Да? Вот кто бы меня ни смотрел, мужчина, женщина, вот понимаете на себя. Эти отношения счастливые. Счастливые для вас и для вашего партнера. Почему? Потому что партнер, смотрите, при всем при том стоит на ступень выше, чем вы, но его вот значимость, да, вот масштаб картинки намного меньше, чем вы. То есть это говорит о том, что партнер будет очень-очень и умный, и действительно деликатный, и будет любить, и будет прям холить и лелеять, понимаете, никогда не будет там не обижать, не задаваться. Вот эта ситуация здесь и показана. У вас есть очаг, у вас есть дом, над вами крыша, понимаете, у вас есть стены, то есть это говорит о том, что у вас будет дом, причем дом, я так понимаю, что просторный, в этом доме вы будете жить вместе с партнером. Смотрите, вот эти ваши яички, да, это детишки могут быть, внучата, у кого как пойдет, да? Это не пустой дом, не бедный дом, не какой-то там убогий, да, арендованный, может быть, либо какой-то чей-то, да, вот чей-то дом, где-то вы там, по приглашению живете, да, по разрешению чего. Нет, это дом именно ваш. И вы ощущаете в этом доме себя хозяином, либо хозяйкой. Все у вас, смотрите, как вот, да, детки под вами, детки накормленные, сытые, довольные, счастливые. Тут почему-то вот про двоих идет, либо двое деток, либо двое внучат, да, вот в любом случае двое идут. Все довольны, все счастливы, всем хорошо. Вот может быть двое с вами останутся, там, а другие там постарше учиться пойдут, уедут, да? Все довольны. Здесь у вас есть химера, но она у нас слева вышла, и она такая, знаете, вот она уходит, да, и на вас оглядывается. Химера — это нечто странная, непредсказуемая смесь, да, чего-то нехорошего, там всего намешалось много. У кого-то это могут быть сглазы, у кого-то неприятели, у кого-то враги, у кого-то там недоброжелатели. Да. У каждого будет своя история, у каждого будет своя химера. Эта химера уходит из вашей жизни, уходит. Знаете, вот она что-то
возможно, творила, да, что-то творила такое нехорошее, и вы ее изгоняете, потому что, видите, к ней идет вот такой острый предмет, да, вот острие стрелы на нее смотрит. Под страхом этого острия она вынуждена уходить. Но она вот прям с такой надеждой, а вдруг я смогу назад там прорваться, пробиться. Но нет, не сможешь, дорогуша. Так что уходи и не мешай. Тут, кстати, она не одна, может быть, 2-3 каких-то вот нехороших человека, либо обстоятельства, либо вкупе, да, нехорошие энергии, люди, несущие эти энергии, из вашей жизни уйдут. Причем, как они уйдут? При помощи вот этого вот вашего партнера. Ваш партнер, я вам сказала, да, вас оберегает. Это не только ваш партнер, там, любимый человек, но и человек, который вас хранит, ваш земной ангел-хранитель. От этого человека идет эта стрела. Видите, этот человек избавляет вас от неприятностей, от бед, от лихих людей, от зависти, от какой-то дурости, злобы. Понимаете, он вас защищает. И таких негативных людей к вам близко не подпускает. Это просто замечательно. Так, еще у нас здесь интересный момент. Вот эта чаша такая хорошая у нас здесь вышла. И ее дают вам. Да? То есть у вас будут предложения. Предложения может быть по работе, по бизнесу. Очень хорошие предложения. Причем они будут, скорее всего, вот, в кругу партнеров. Да? Это не будет, скажем, там 1 либо 2 человека. Может быть, это будет группа лиц. Да? Вот, какое-то вот общество, да, где люди соберутся, единомышленники, что-то вы вместе откроете. Либо то, что вы делали вместе, в коллективе, в комьюнити, будет очень хорошее, успешное и удачное. В любом случае, смотрите, здесь вот такой чайник вышел, именно чайник, такой вот, когда заварочку заваривают, заварничек, да, это говорит о том, что очень близкие отношения между людьми. Эти люди, кстати, могут быть чем-то связаны, но в любом случае на основе вот этого чайника идет полная чаша. И вот человек вам предлагает. Вам, кстати, сделает предложение, скорее всего, женщина. Женщина вам скажет: а давай вместе вот подумаем, да, либо там организуемся, либо что-то сделаем, либо там используем, например, твой талант и мои какие-то качества, да, объединим, соединим и будем дальше продвигаться. То есть обратите на это внимание, не относитесь к этому, как несерьезно, да, там со смехом, с каким-то. Да, вот шутка, да, это не шутка, это действительно дело, которое может стать делом вашей жизни и принести вам, и вот это, видите, идет и богатство, и достаток, и хорошее, счастливое положение. Так, у кого проблемы со здоровьем, вот у кого со здоровьем не ладится, хоть ты что, да, беда бедой, проблемы со здоровьем. Здесь я вижу, что у вас найдется человек, смотрите, человек, который носит какую-то шапку, необычную, какую-то шапку, я не знаю, то есть шапка такая вот, и над ним, с ним рядом, да, как будто бы ученики, люди. Этот человек, он не старый, он высокий, и он какой-то слишком вот титулованный, что ли, идет, да, вот у него какие-то регалии есть, и вот он чем-то отличается, вот шапку какую-то странную носит, что-то на голове у него, либо волосы как шапка, либо, кстати, парик может быть, либо вот какой-то вот что-то, головной убор странный, но у него как будто бы ученики есть, за ним ходят. Вот этот человек, он вас вылечит, он вам поможет, к нему идите, вам именно к этому человеку нужно идти, это мужчина. Мужчина не старый, но мужчина очень титулованный, вот так вот я вам скажу. Так, и еще у вас здесь магнитик вышел, но магнитик такой, знаете, на радугу похожий. У вас счастье будет, какое-то вот исполнение, но желания ваши вот такие, знаете, вот небольшие, скажем так, да, небольшие желания, они будут исполняться, причем так загадал, подумал, да, и оно раз туда-сюда исполнилось, да, без особых усилий. А вот чтобы большое желание исполнилось, то тут вам нужно обратиться к Вселенной, либо обратиться к святым иконам, к святым местам. То есть вам нужно какой-то вот толчок к чуду. Вы понимаете, вот что я вам скажу. Вот человек верит, да, он верит во Всевышнего, в силу природы, Вселенной, да, в законы, в гармонию космоса. Но при этом верит он, скажем так, на 50%, либо на 70%. А 30%, либо 50% это сомнения. Сомнения, которые... они у всех есть, что греха таить. Я тоже человек, который может и сомневаться, и воспитание такое могло быть, и что угодно. Да? Вот есть люди прагматичные, есть люди материалисты. Да? Вот в
вплотную сталкиваются с чудом, и все равно у них там, например, есть сомнения. Вот вам нужно прикоснуться к чуду. То есть вам нужно изначально попасть в такое место, чтобы вы почувствовали силу вот Всевышнего, силу места, силу природы. Вот там просите, в таких местах, в определенных. И тогда и ваши большие желания тоже будут исполняться. Это вы себе такой советик даете из будущего, потому что вы уже все это прожили, все это уже поняли, да, с тем умом на сегодняшний день. Вот если бы вы прям услышали себя, сколько бы всего хорошего могли бы получить и сделать. Так, еще у вас здесь вот такая птица хищная вышла. Хищная птица — это такой, знаете, знак, ну, скажем так, сильных врагов. Да? Вас сильные враги обойдут, но если вы, вот слушайте меня внимательно, если вы не будете лезть на рожон. Знаете, вот у вас встреча будет с двумя людьми, два человека. Один повыше, другой поменьше, один посильнее, другой еще сильнее. Понимаете, вот самый маленький, он и будет самый опасный. Эти вот два человека, у них какой-то вот прям хищные взгляды, да, они вот словно вот эти хищные птицы ищут жертву. И у вас с ними столкновение будет. Если вы не пойдете на рожон, то эти люди мимо пройдут. Да, могут там клюнуть вас, да, например, там какое-то обидное слово вам кинут и пойдут. А вы вот, сохраните и жизнь, и здоровье, и все хорошо будет. Но если вы будете, вот как вы, я просто вижу, вот люди такие борцы, вот они могут побороться и за честность, за справедливость, бесстрашные люди. Если вы с ними вступитесь, то вот хищная птица может и за вами прилететь. Вот не надо, вы себе говорите: вот поступи мудро. Я вижу, что вот у вас будет зов крови, да, зов сердца, чтобы спасти, помочь. Вот какую-то ситуацию вы нехорошую можете увидеть. И вам совет, да, от вас из будущего, чтобы вы не лезли на рожон. Потому что вы помочь не поможете, да, и на себя беду можете накликать. Смотрите, есть же много способов привлечь всеобщее внимание, чтобы вы не один человек там, да, каких-нибудь, может, преступников останавливали, а чтобы вы на помощь позвали, тоже полицию вызвали, привлекли внимание окружающих. Да, я не знаю, да, вот как-то вот обратили внимание, вот вам такой совет идет. Вот это очень важный совет, пожалуйста, вот прям прислушайтесь и запомните на ваше будущее обязательно. Так, еще из хорошего. Я вижу, что у вас поездки будут, у вас прям какие-то поездки идут далекие, заграничные, приятные, вот прям приятные. Вот, может, мечтали, может, хотели. Вот куда-то вы будете ездить, причем, так достаточно регулярно. Это не один раз в год, это может быть и несколько раз, и вот прям с таким удовольствием вот туда вот едете, наслаждаетесь, возвращаетесь. То есть вот хорошие такие перемены будут. И вот путешествия, может быть, какое-то увлечение будет, может, вы там туризмом увлечетесь, да, и у вас будут на это и денежки, и время будет. Так что очень-очень прекрасно. Вы себе говорите: не отказывайся, раньше начинай, да, вот чем раньше начнешь, тем больше ты поймешь, что это твое, что ты в таких путешествиях энергией заряжаешься, просветляешься, отпускаешь какие-то проблемы, трудности. Кстати, у кого-то очень много вот затяжных каких-то узелков на сердце, которые вы сами себе завязали. Знаете, какие-то обидки могут быть, какие-то вот комплексы, неуверенности в себе. Вот вы себе говорите: зачем? Вот придет время, ты же все равно это все порубишь, и все равно же выйдешь из этого состояния. А сейчас себя какой-то ерундой просто мучаешь, да, и заставляешь страдать свое сердечко. У многих сейчас вот просто вот нервное состояние какое-то такое, и вот то истерия, то апатия, то какая-то наигранная веселость. То есть вы себя не понимаете. Вот это состояние, это вот неумение себя, скажем так, сдержать, да, и вас вот кидает из холодного в горячее, да, постоянные какие-то вот качели, потому что вам, как говорится, руки не к чему пристроить, да. Посмотрите по сторонам, очень много всяких увлечений, можно там заниматься языком, вязать, вышивать, догадать можно, понимаете, вот найдите себе применение, а то вы уже как заскучали, понимаете, чтобы не было неприятностей. Так, мои милые, послание очень хорошее, предупреждение очень важное вышло, надеюсь, вы услышали, запомнили. Пусть у вас все будет хорошо. И пусть и неприятности, которые вышли, здесь на песке навсегда останутся. И в вашей жизни никогда не проиграются. Но в любом случае предупрежден, значит вооружен. Пусть все будет у вас хорошо. На этом все. Гадание мое закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.